18 мая 1944 года – это дата, когда жизнь всего народа поделилась на «до» и «после». Каждый участник тех событий стал жертвой тяжелейшей психологической травмы, и эта травма впоследствии передается из поколения в поколение. Говоря о последствиях, я предлагаю разобрать, как трагические события 20 века отобразились психологически на каждом поколении крымских татар уже после 18 мая 1944 года. Первое поколение. Они остро испытывали на себе совокупность самых тяжелых переживаний: бессилия, беспомощности, униженности. Ведь делали ставку на то, что именно они предатели Родины, в то время, когда их сыновья, отцы или мужья еще даже не вернулись из фронта. Вдобавок, это интенсивное чувство страха, массивное чувство потери всего и вся, ощущение, что мир и их идентичность разрушены. То, что они пережили, выходит за рамки любых обычных человеческих переживаний. Первое поколение – это выжившие, которые были свидетелями смерти многих людей и испытывали жестокость, голод и болезни. И надо учесть, что помимо этого они страдали от физических травм, недоеданий и высокого уровня инфекционных и хронических заболеваний. Так или иначе, в той или иной мере, но каждый из них испытывал впоследствии тех событий посттравматическое стрессовое расстройство. И если мы проведем аналогию с теми, кто пережил Холокост, то по наблюдениям исследователей почти у половины, несмотря на то, что в дальнейшем они построили успешную карьеру, создали семьи, они все же демонстрировали симптомы посттравматического стрессового расстройства, потому что то, что они пережили, невозможно забыть, невозможно понять, невозможно принять, как-то совладать с этим. Второе поколение – это дети депортированных. Фактически это дети выживших. С чем они столкнулись? Во-первых, первому поколению свой травматичный опыт, вероятно, было тяжело вербализовать, то есть выразить как-то словесно. Если они не могли или боялись сделать это, то это являлось для их детей дополнительным источником тревоги. Все же лучшие последствия с точки зрения психологии были для тех семей, где история насильственного выселения крымских татар передавалась повествованием от самих участников тех событий, то есть от родителей детям, посредством рассказов, песен и молитв, когда об этом говорилось достаточно много, но в соответствии с возрастом детей и их пониманием жизни. Есть исследования, которые сообщают, что у потомков могут развиваться симптомы посттравматического стрессового расстройства в результате слушания рассказов родителей о своей собственной травме. Особенно если эта информация спровоцировала у детей чувство страха, чувство беспомощности, ужаса. Да и в целом поколение детей выживших, им пришлось фактически наравне с родителями столкнуться с социальным неравенством, бедностью, дискриминацией. Также травматичным можно считать запрет на изучение родного языка, на соблюдение культурных и религиозных традиций, так как это элементы их идентичности. Спустя время мы можем утверждать, что родительская травма сформировала во втором поколении те ценности, которые были и есть их главным внутренним ориентиром, а самое главное, они взяли на себя миссию вернуться на родину. И им это удалось только в 1989 году. Они в еще большей степени ощутили на себе тяжелые 90-е, чем кто бы то ни было еще, как переселенцы, которых, мягко говоря, никто не ждал. Думаю, важно остановиться на настойчивости, которую проявили наши родители. Она могла развиться у них из-за чувства цели и необходимости победить ту боль, которую они видели через своих родителей. Третье поколение крымских татар – это дети детей выживших, рожденные в 80-е, 90-е годы. Большую часть своей жизни они прожили уже вне опыта Советского Союза, на своей земле, в более комфортных условиях, чем предыдущие поколения. Но по сравнению со вторым поколением, их дети, это третье поколение, уже отождествляют себя со своими бабушкой, дедушкой, которые пережили травму в большей степени, чем даже со своими собственными родителями. Почему? Вероятно, потому что первое поколение, они наконец-то могут лучше рассказать о своих травмах своим внукам. И в конце своей жизни им это удается сделать лучше, чем своим детям в свое время. И к тому же у них появляется необходимость общаться и оставить свое наследие в виде памяти. И это общение облегчает идентификацию между бабушкой, дедушкой и их внуками. Но важно отметить, что третье поколение, то есть внуки, уже не считают своих бабушек и дедушек, как их родители, жертвами, а наоборот, они считают их героями. Поэтому
вот эти поколения отлично понимают главный посыл от старших поколений. Они вернулись домой, построили дом и обеспечили существование. Наша задача — возводить крымско-татарский народ как нацию. Те, кто является потомком коллективной травмы в третьем или даже четвертом поколении, не пережили травму сами, но могут быть в состоянии обработать эмоции, которые были переданы им посредством повествований, культуры, молитв, в общем-то, каким угодным способом. Третье поколение, вероятно, также в большинстве своем заметили или почувствовали боль своих родителей, бабушек и дедушек, чьи процессы заживления все еще могут продолжаться. Соответственно, внуки людей, переживших коллективную травму, в отличие от своих родителей, стараются вести еще более успешную жизнь, чтобы доказать, что они преуспели, несмотря на то тяжелое прошлое, которое пережили предыдущие поколения. Второе и третье поколение в попытке самостоятельной переработки переданного травматичного опыта самостоятельно пытаются развить в себе некое чувство прощения, чтобы это травматичное переживание их не тяготило, а позволило как-то с этим жить дальше. Они обладают высокой эмпатией, сочувствием к тем, с кем также обошлись несправедливо. В психологии на сегодняшний день уже известно, какое это оказывается ценное качество — умение чувствовать и понимать чужую боль. Оно формирует эмоциональный интеллект. И, возможно, поэтому есть такое стремление к духовности, к религиозности. Также есть обостренное чувство справедливости и завидная настойчивость и упорство в достижении поставленных целей, но также у них может сформироваться большая психическая устойчивость, чем у тех, у кого нет подобного опыта. Лично я не думаю, что крымские татары в большинстве своем ведут себя как жертвы в поисках спасителя. У нации определенно формируются лидерские и волевые качества. Наш исторический опыт всячески способствовал этому. Соответственно, у нас, думаю, куда большее стремление к независимости от чего или кого бы то ни было. Но какими бы сильными, независимыми и самодостаточными мы не стали, в ответ на полученную историческую травму мы все же не можем изменить или забыть прошлое. Поэтому нам очень важно и нужно иметь возможность выговаривать связанную с воспоминаниями боль о прошлом. Если целому поколению запретить оплакивать и ритуализировать свою потерю, то они будут доверять выражению этих чувств своим потомкам. Но оздоровление общества таким образом произойдет не скоро. Самый важный момент выздоровления после такого тяжелого травматичного опыта, который пережили крымские татары, это должное признание причиненной травмы и вины именно виновной стороной в случившемся. Это восстанавливает общечеловеческие ценности и порядок, и тем самым нация обретает шанс на какое-то понимание полученной травмы и обретение впоследствии какого-то нового высшего смысла благодаря или вопреки полученной травме.